Детство Устаза прошло здесь, в Илсанюрте. Тогда мало кто догадывался, что один из сыновей Киши и Хеды, Кунта, не по годам задумчивый и так любивший уединение, впоследствии объединит верой тысячи горцев. Родившись в бедной семье, много работая, ему все-таки удается выучить арабский язык. А в возрасте примерно 20 лет он впервые совершает хадж. На месте уединения Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, был построен зиарт. Каждый день сюда приезжают верующие из самых разных уголков страны. На месте его молитвенной комнаты возведена мечеть. المتجج أو يزلور شو وأستاذ دنيا شوال وأستاذ عملين متج وعرا يجيم الله بير الله أستياطي حاجة دعيانايو أستياطي حلقة أو حاجة إلصان يرتا دائما زيرتي وخش أدم دو تعلق سعده زيرتي أدم سدو اشتاد عدوية شلادات كرچا تشيركيسير كبردين بلغارير داغستان إنغوشيتيم أديغير أسيتير. К моменту возвращения Устаза на родину после хаджа многолетняя Кавказская война приближалась к своему завершению. Однако имам Шамиль не оставлял попыток мобилизировать горцев для продолжения борьбы с царизмом. Именно в этот период на политической арене Кавказа появляется Кунта Хаджи Кишиев. Да будет возвышена его святость, призывающий народ прекратить войну и кровопролитие. Авторитет Эвлия стал расти среди населения, который так нуждался в передышке. Это не нравилось имаму Шамилю, который вскоре начинает преследование Эвлия. В середине XIX века, в драматическое и тяжелое для чеченцев время, он звал к миру и осуждал войну. Проповедовал любовь к ближнему, скромность и добродетельность, то есть те неприходящие ценности, которые испокон веку присущи исламу. И напротив, осуждал тех, кто спекулирует на религиозных чувствах людей, прикрывается исламом для достижения своих корыстных и низменных целей. Шамиль призывал горцев сражаться с царской властью до победного конца, и каждый наиб, который отходил от него, он его подвергал репрессиям, а здесь Кунта Хаджи призывает к смирению, к терпению. Преследования Шамиля вынуждают Кунта Хаджи, да будет возвышена его святость, отправиться в очередное паломничество в Мекку. Вернуться на родину шейху удается только после пленения Шамиля царскими властями. Здесь он усиливает свою религиозную деятельность, осуждающую зло, насилие и призывающую к духовному совершенству. Вскоре Кунта Хаджи, да будет возвышена его святость, приобретает большое количество последователей и особое почитание народа. Благодаря религиозной деятельности шейха в ислам были обращены целые народы. چندین دابین باش خیلی چند درگی قام ایمان شو دینه اسلام دین شو دینه اسلام دین دو چمتی اسلام دین درجوش اسلام دین دولو چمتی کرلا دوخش. Возрастающий авторитет Кунта Хаджи среди населения не мог не пугать царские власти, которые стали готовить почву для его ареста. Обосновывая план ареста Кунта Хаджи, его последователь, начальник Терской области Лорис Меликов в своем донесении начальнику главного штаба Кавказской армии генерал-адъютанту Карцеву писал: «Учение Зикр направлением своим служит лучшим средством народного соединения, ожидающего только благоприятного времени для фанатического пробуждения отдохнувших сил». В январе 1864 года Кунта Хаджи, да будет возвышена его святость, его брат Моусер и несколько последователей были арестованы. Вскоре император издает указ отправить Кунта Хаджи в вечную ссылку в уездный город Устюжно-Новогородской губернии. Его брата и остальных мюридов отправляют в ссылку в другие области. Таким образом, устазы разлучаются со своими соратниками. Царская власть видела в деятельности Кунта Хаджи, видела опасность того, что через некоторое время вокруг него объединятся те горцы, которые оказывали сопротивление, но временно это сопротивление прекратили, но он может стать флагом, новым знаменем будущего мятежа, восстания против царской власти. Вот там в документах сказано так, царских документов, в целях упреждения возможных восстаний, мятежей в будущем изолировать Кунта Хаджи, и сослали его. Я подчеркиваю, но ни одного выстрела он в адрес царской власти не сделал. شا حيث واتس آلي
цер догма дуодиялах ша хитс авору али сатиси мабитлах ша дал хабилаш неқас даца вахсавол алла цулт яха حج دال قلت إلسنا أفريقيا دين ساعو كتاي قاتشالسا إسلام دين دارجوش دا حق يخش on bol tağına dünyan şu daqıyoş on bol boş dünyan şu lil şu отун ларвайн хакарош ю. Из выписки Государственного архива Новгородской области за 1865 год следует. Чеченец Ших Кунти сослан по распоряжению его императорского высочества, наместника Кавказа, за распространение учения Зикр. Время ссылки с 3 февраля 1865 года. Сослан без срока под гласный надзор. Проживает в Устюжне, постоянных занятий не имеет. Получает в месяц 1 рубль 80 копеек. Женат, жена живет на родине. В деле Кунта Хаджи Кишиева, которое хранится в Государственном архиве Новгородской области, отсутствует фотография. Сегодня существует множество изображений, принадлежавших якобы великому шейху. Однако, по мнению духовенства региона, только одно из них можно считать подлинным. Сегодня Рамзан Кадыров и религиозные деятели региона проводят огромную работу, чтобы рассеять множество мифов, связанных с именем устаза. حاجي كامل مريد خلايز حاج لاسا لاس نبعتي تشويلن شخيناح جيمستك شاول شاح كيجي ديوزولش بول شاحا سا أستاذ نبعتي شاولش سا واعيجن عيلور واتشالت عيدلن تيوان تسقح تنسى نبعتي دعوانا أز نبعتي شو دعقلغن حاج دال قيلت ايلسن موسرسي شمو كوشاويلن غيزلوشكر قصم دل كأسنا إلسنو تر حاج زاوت إلياسن تير ساغين كأبينا أستيبنا وي باتشع زعا أستا زعان سان جرجلو اتستعديوشتو سن أت إلياس كانت خلا عبد القادر سن كانتو عبد الحامد وي باتشع هي ديدا دال ديكتين تاريخ والش قرآن ديوش أستيبنا دنيا شو يخشل زامه دني بويسن شو قرآن شخد دوخش مسؤول مجمع تعدش ديكي ولش ديك مريد ولش دنيا شو دعوانا عبد الحميد كانت أحمد حاج دال غزو قبول دولسنا علم سق ولش مريد ولش يرنوخش شو بالي حلق يخنر أحمد حاجو سون ديره تعموخ مخ نستل بوق باتسي أحمد حاج دال وايتره حول حاجنت أحد بالنك إلا وان دعوان خلوشل إلاسي سون كنتش دير وعوشل أحمد حاجية سون كنت وي باتشا رمزان حاجي إيجيرجلو تسقح دون سحدول دلدو سنديرة وي الحمد لله دال خاصنا بو هر نخشو شور يربال دعاي بولر из Эвля Беркату. Спустя 5 лет после ареста Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, его сестра Хапта пишет письмо с просьбой освободить брата Кунту Кишиева, его императорскому высочеству, наместнику Кавказскому. Его императорскому высочеству, наместнику Кавказскому, жительница аула Гуни Ичкеринского округа Хабаты. Прошение. Я, ниже сего палец приложившая, всеусерднейше прошу ваше императорское высочество о возвращении брата моего Кунта Кишиева, сосланного около 5 лет тому назад в Сибирь. К всему прошению Хабат, проживающий в ауле Гуни, палец приложила. Хапта Кишиева умерла в 1887 году, так и не дождавшись ответа со стороны царских властей. Сегодня в Чечне в память о ней и матери Кунта Хаджи Хеды построены зиярты, их именем названы улицы. Благодаря Кунта Хаджи Кишиеву, да будет возвышена его святость, удалось прекратить кровопролитие на Кавказе и обратить в ислам целые народы. Ежегодно 3 января в республику приезжают тысячи мусульман, чтобы почтить память своего устаза. Хавая Дива, Шамхан Закаев и Алаш Аздамиров. Новости.